меня до сих пор помнят по всей России, даже за рубежом знают, что вот такой Муса Маликов был на «Утренней звезде». Ну, я помню эти времена, кстати, многие Мусу называли тогда татарским Робертино Лоретти. Это, конечно, звучит так вот пафосно, но это ведь глаз народа, это надо заслужить. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Сегодняшние наши гости очень любят петь, очень любят играть на музыкальных инструментах. Ну и, конечно же, они любят готовить. Встречаем Гайса и Муса Маликовы! Салям, Гитлер! Приветствую вас! Привет! Приветствует! Если Гайса к нам добрался из Казани, то Муса, естественно, первым чартерным рейсом прилетел из Германии. Из Франкфурта на Майне. Руслан, мы тебе хотели подарить наши диски. Это наш новый диск Позвольте. моей группы «Супер Татар», который выпущен был этот диск в Финляндии. Ага, кстати, это... диск выпущен в этом году, и на концерте этой группы я тоже лично Да. был. А это вот такая пластиночка, это последняя пластинка в истории СССР. После этой пластинки уже больше пластинки не выпускали. Друзья, здесь изображена вся семья. Тогда еще, кстати, наверное, Гайса не родился, Гайса да? еще не родился, Мама, да. папа и тот самый Муса, который в программе «Утренняя звезда» на весь мир прославил Республику Татарстан своим потрясающим голосом. Но об этом мы поговорим чуть позже. Ну а сейчас, ребята, приступим к готовке. Итак, ребята, рассказывайте, что же вкусного мы сегодня будем готовить. Гайса, огласи, пожалуйста, список. Сегодня, в общем, мы будем готовить блюдо из языка. В общем, язык, конечно же, надо было нам отварить. Да, мы Руслан, ты отварили, это сделал почистили. уже? Все хорошо, он уже готов Да. к употреблению. Сегодня у нас будет два блюда. Это у нас каздарма и салат из языка. С какого начнем? Ну, мы, наверное, начнем с каздармы. Руслан, тебе язык. Нужно его порезать на две части, потому что одна часть у нас будет для каздармы, а вторая Для часть у нас салата. для салата. Да. Хорошо, А так что, я задание у буду? меня есть? Так, тебе вот сыр. Так, у нас есть терка? Конечно, секундочку. Руслан. Помоги. Так, пожалуйста, на крупный, Ага. на мелкий, на какой? На мелкое, наверное. Начинаем, Мигитна. Пошла, да. Откуда рецепт? Стандартный, мой любимый вопрос. Ребят, рассказывайте секрет. Мама у нас всегда вот это вот блюдо готовит. Когда я приезжаю. Да. То есть это такое праздничное блюдо. Коронный, можно даже так Коронное. сказать. А вообще, ребят, вот когда в детстве были, какими вкусными блюдами кормили вот родители? Вообще, Руслан, я к еде не привередлив. Ну, ты живешь 15 лет в Германии, это понятно. А вспомни молодость. Блюда из детства. Блюда из детства, конечно, татар ашлара. Все это я очень люблю, и когда приезжаю сюда, в Казань, я стараюсь наше национальное блюдо попробовать. И, конечно, когда друзья мои, немцы, сюда приезжают, я тоже стараюсь показать нашу татарскую кухню. Муса Маликов – певец, музыкант, композитор. Родился 16 марта 1983 года. Лауреат телевизионного конкурса «Утренняя звезда». Закончил Академию музыки во Франкфурте на Майне. Уже 15 лет живет и работает в Германии. Совсем недавно Муса совместно с известным музыкантом, финским татарином Денизом Бадредином, организовал музыкальную группу «Супер Татар». Не так давно группа дала концерт в Казани, на котором презентовала свой дебютный альбом. Муса, вот я в начале программы вспомнил твой звездный час на программе «Утренняя звезда». К сожалению, программы сейчас это нет. Одна из любимых программ была всей России, где вот молодые, талантливые дети исполняли красивые композиции. Как ты туда попал? Вот буквально несколько слов. И как у тебя вот получилось такой фурор произвести на всю Россию? Ведь за тебя болели многие болельщики не только с Казани. Да. Ты знаешь, Руслан, я на эту программу попал по приглашению в то время Юрия Николаева. Но он где увидел тебя? Он увидел меня в Москве, я выступал на Кремлевском дворце съездов тогда, в 90-е годы. И он ко мне подошел после концерта, он ведущий программы был, уже сказал: Муса, ты приезжаешь, ты нам интересен для общественного российского телевидения. Поэтому я туда поехал, я практически месяцами пропадал в Москве. То есть это не одна программа была? Это не одна программа была, это блок передач был, поэтому я практически выступил в 95-м и 96-х годах. И поэтому я, конечно, очень рад, что такая программа существовала. Меня до сих пор помнят
по всей России, даже за рубежом знают, что вот такой Муса Маликов был на «Утренней звезде». Ну, я помню эти времена, кстати, многие Мусу называли тогда татарским Робертино Лоретти. Это, конечно, звучит так вот пафосно, но это ведь глаз народа, это надо заслужить. Видел ли Гайса выступление брата? Мне Расскажи тогда мне. было 3 года, но я, конечно, помню то, что я сидел около телевизора. Гайса Маликов, певец, музыкант, родился 15 февраля 1993 года в Казани в семье народного артиста Татарстана Рустама Маликова и заслуженной артистки Республики Татарстан Гузель Маликовой. В этом году с отличием окончил Казанскую государственную консерваторию имени Жиганова по классу гобоя. Гайса – лауреат всероссийских и республиканских конкурсов, играет на 15 музыкальных инструментах. Сейчас концертирует как солист и музыкант со звездами татарской эстрады. И тоже я, конечно же, петь и играть не хотел в 3 годика, но меня как бы силком даже заставили. Мама Нет, заставила меня в вашей петь. семье, где все народные артисты, мне кажется, выбора вообще нет. Там только либо сцена, да, либо юрист. Да. Но в детстве я, конечно, мечтал быть президентом. Слушайте, вот это да! А кем в итоге стал-то? Расскажи нашим зрителям. В итоге я стал Работаем. музыкантом. Я закончил Казанскую государственную консерваторию. Вот недавно защитил диплом. По классу гобоя я учусь. Вот все экзамены у меня на 5. Вот. Могу похвастаться. Нет, но это же факт, понимаешь, это же не придумано. Так, язык я порезал, сыра, мне кажется, достаточно. Картошечка у нас практически готова. Что у нас еще остается? Так, Руслан, давай бери, пожалуйста, лук. Мелко надо нарезать и обжарить на сковороде. Хорошо, ребят, сейчас я с удовольствием порежу лук. Ну, раз уж вы принесли инструмент, я прошу вас что-нибудь исполнить. Особенно тут была реклама гобоя. Давайте. Браво, Егитар, браво! Так, ребят, лук у меня готов. Посмотрите, как красиво все. Супер. Так, Язык Руслан, готов, сыр здесь, картошка. так, сейчас нужно будет лук обжарить. Хорошо. Так, а мне нужны горшочки. Так, На растительном масле, да? так, Обязательно. да. Так, вот у нас горшочки. Так, горшочки я уже открываю. пошел процесс такой, да? Да, финальный? нужно Хорошо. будет сейчас нам... Заполните эти горшочки ингредиентами. Так, сначала у Что, нас... что сначала идет у нас? Сначала идет картошка. Так, по чуть-чуть надо. Давай, Муса, помогай мне. Ну и очередной вопрос, Муса, к тебе. Да. 15 лет в Германии живешь. Как тебя туда занесло? Расскажи, пожалуйста, вот свой секрет. Или это у тебя была мечта? Ты знаешь, Руслан, это у меня была давнишняя мечта. Первый раз я в Германию попал в 93 году. Это были Дни культуры Татарстана в городе Брауншвейг. Я туда поехал в составе делегации нашей республики, выступал. И с того времени у меня вот какая-то любовь возникла к этой стране. Но я, тем не менее, закончил здесь школу, успешно поступил во Франкфуртскую академию музыки на учебу. Без знания языка я туда поехал, язык выучил. Но и самое интересное, что очень много татар проживает на территории Германии. Да. Вот расскажи об этом. Да. У нас вообще уже многие годы работает татарская община Германии. Я также являюсь активным членом-участником. Так, я добавляю. Членом-участником этой общины. У нас 2 раза в год проходят большие мероприятия. Это в первую очередь Сабантуй. В Германии. Какого числа? При начале июня? В Германии. В этом году будет 18 июня в Дрездене. Так что... Приглашаем всех, кто хочет посетить Германию и заодно поучаствовать в татарском сабантуе. Да. Поэтому я в этом мероприятии тоже буду активно участвовать, играть, петь, музицировать.
Поэтому, а второе мероприятие у нас ежегодно проходит осенью. Это традиционные осенние встречи татар во Франкфурте на Майне. Это уже там более камерная обстановка у нас. Также приезжают у нас артисты из Казани, нас радуют. И, конечно, я выступаю. Слушай, ну вот твое выступление артиста, ну, еда-то там татарская присутствует. Ответственный повар есть хоть? Нет? Обязательно. Всегда у нас готовят белишлер, шпишмахлар, перемешлер. Все это присутствует, поэтому у нас все это... То есть чувствуешь себя как на родине, Да, можно сказать. да. Вот да, так да. вот, друзья, не верите, приезжайте сами. Муса вас с удовольствием встретит, Конечно. я думаю, и покажет вам, что такое Германия. Между прочим, я тоже в Германию почти вот каждый год езжу. Вот 3 Ну, года к подряд. брату, да? Да, в гости. И в гости, и вот мы выступаем с нашим студенческим оркестром консерваторским. Каждый год мы ездим в город Шпайер, и там еще разные города. Вот мы там выступаем с нашим оркестром. И Муса тоже приходит, конечно же, и Не нас, один. не один, со своими друзьями, со всеми татарами. И нас послушать, и меня увидеть. Так, Руслан, по-моему, все готово уже у тебя? Да, там, сейчас я выключу плиту. Так, пожалуйста, аккуратненько. Так, сейчас нам нужно будет лук добавить сверху. Так, вот. Так. Получается у нас Ложечки. картошка, язык, лук. У меня, знаешь, вот вопрос, для чего здесь лежит слоеное тесто кусочек? Так, Расскажите тесто мне. у нас лежит здесь неспроста, потому что вот у нас, видите, крышечки, да? Не эти крышечки будут, а крышечки будут у нас Из из теста. теста, да. Но Как приготовим- делает наша мама. Так, я так понимаю, есть небольшой секретик. С помощью этой же крышечки мы сделаем... Да, сделаем, конечно, да, и дорогие. раскатаем, конечно. Хорошо. Так, вот смотрите, ребят, если у меня правильно получилось. Вот. Замечательно. И ровненько, и кругленько. Супер. И, Чуть-чуть да, можно немножко сейчас мы его раскатать, сейчас да. вручную. Чуть-чуть побольше сделать. Муса, расскажи, пожалуйста, какие сейчас вот у тебя проекты? Руслан, у меня сейчас совершенно новый проект возник. Это группа Супер Татар. То есть в этой группе наши казанские музыканты присутствуют. И также наш солист группы это Денис Бедрекин, он финский татарин. Буквально недавно мы выпустили диск, Вот как раз, который ты мне подарил. который я тебе сегодня в начале программы подарил. И также выпущен был клип замечательного режиссера Ильшата Рахимбая. Этот клип был снят в Финляндии, в лесах Финляндии. И также у нас вот прошли концерты, представление диска. Это в Финляндии, в Казани и в В Москве. Казани я сам был на концерте, действительно, дорогие телезрители, был поражен, насколько вот можно по-современному, в стиле даже рока, да, Да. петь, исполнять татарскую музыку, и это было шедеврально. Молодцы. Спасибо. Молодцы. Спасибо. Всей группе, всему коллективу большой привет. Так, у нас сейчас здесь все готово, и сюда нужно добавить сыр. Нет, подожди, сначала нужно Бульончик. бульон. Да. Это, кстати, Сверху. говяжий бульон, мы его заранее тоже отварили. Но это очень вкусно должно быть. Очень Здесь должно все быть натурально. Так, вкусно. сыр давай, Муса. Так, сыр И я крышечка. добавляю. Я думаю, минут за 30, за 40 это приготовится у нас. Так вот, такие у нас крышечки Давай, добавляй получаются. сыр. Сыр не забудьте. Есть небольшой секрет, ребят, я думаю, вы его одобрите. Чтобы наша крышка не перегорела в духовке, мы ее накроем фольгой. Я даже приготовил вот такие вот Да, кстати, да. кусочки. То есть зафиксировали крышечку аккуратненько и накрываем фольгой. Так, Вот. сыр не жалей, давай. Все больше, ребят, Да, конечно, все побольше, максимально. да, Мы же не в Германии, у нас санкции здесь хоть есть, но еды хватает. Ну а сейчас противень, на который, я думаю, поместится. Давайте, ребят, помогайте. Все наши горшочки. Ну, красиво, ребят, молодцы. Очень, Видно, что готовились в программе и такое оригинальное блюдо придумали. Мы старались. Так, держи, Муса, отправляйте все это в духовку. Так, осторожней. Очень горячо. Осторожненько. Духовку мы уже заранее нагрели. При температуре примерно 200 градусов, напоминаю, 30-40 минут. И после небольшой паузы, друзья, вместе с этими замечательными музыкальными ребятками, братьями, мы будем готовить оригинальный салат. Поэтому все самое интересное впереди. Коздарма из языка. Картофель и заранее отваренный язык нарезали небольшими ломтиками. Лук мелко нашинковали и обжарили на растительном масле. В горшочек слоями уложили картофель, язык, пассерованный лук и приправили специями. Далее в горшочке залили немного бульона, посыпали тертым сыром, добавили по ложечке соуса из сметаны и зелени. Горшочки накрыли лепешками из слоеного теста. Чтобы тесто не пригорело, накрыли его фольгой. Запекали жаркое в духовке 30-40 минут.
Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». Сегодня у меня в гостях Гайса и Муса Маликовы. Оп, Гайса, танцуй. Руслан, давай! Эй! Браво! Молодец! У нас сегодня очень весело, очень много музыкальных инструментов, но самое главное, у нас два блюда. Первый из них уже в духовочке, но это еще не все. Гайса, скажи, Да. что нам надо сделать? Но нам нужно, конечно же, добавить туда, чтобы было вкуснее, соус. Соус у нас Давай я сам добавлю там тогда. самый простецкий. Там у нас... Зелень, специи, я смотрю, и сметана. Да, сметана. Так, ну давайте соус сейчас я сам добавлю, а вы будете делать свой салат. Да. Так, открываем все это, надо аккуратненько делать. Что вы будете делать, ребят? Муса у нас будет резать соломочкой яйца. Яйца. Я нарежу лук. И нужно будет его чуть-чуть замариновать в уксусе. Так. Всем задание раздал, приступаем. Муса, не сложное задание? Все нормально. Все-таки нормально. раскрою секрет, Муса на самом деле с кухней связан минимально, да? Давай раскроем Минимально, секрет. Очень минимально. минимально. То есть в основном только кушает. А вот Гайса, хоть и младший братишка, он на самом деле на кухне-то иногда Я- и бывает, да? Я мастер, да. Мастер. Ну что, мастер, ну закончил вот ты консерваторию, какие планы дальше? Планы у меня дальше, конечно же, учиться дальше. И хотелось бы, конечно же, поехать в Германию. Тоже к брату во Франкфурт. В прошлом году я проходил прослушивание в два двух вуза. вузах. Да, в двух вузах. И вот больше мне, конечно же, понравился Хохшуле, который вот заканчивал мой брат. И хочу я туда поступать к профессору Мензелю. Мензелю. Да. Сколько лет обычно обучается в Германии? Так, там, в общем, я отучился здесь 5 лет, там где-то Master of Music называется, там как аспирантура 2 года. 2 года. На 2 года вот есть большое желание съездить. Ну, Посмотреть. Гайса, мы желаем тебе удачи и творческого вдохновения. Вот, спасибо. Аллах берса, все получится. Руслан, уксус есть у нас, имеется? Так, пожалуйста. Ага. Кстати, я сейчас горшочек убираю. В каждый горшочек мы добавили специального соуса, напоминаю. Лук нужно будет замариновать в уксусе. Угу. Буквально чуть-чуть мы сверху добавим его. У Так, нас тоже идет туда Муса, же. как у тебя дела? Так, я вот замечательно все это нарезал. Так, секундочку, я тебе сейчас дам тарелочку. Тарелочку я все туда. Так, остается у нас в салатике порезать огуречек. Да. И тебе, я думаю, Гайса, пожалуйста, язык. Язычок, да. Муса, ну расскажи нам, пожалуйста, какие планы вот у группы, которая прогремела недавно, Супер Татар, с таким вот названием Супер Татар, мне кажется, только Алга и Алга. Действительно, у нас вот очень удачные концерты прошли сейчас. И в дальнейшем у нас готовятся концерты по Российской Федерации. В этом году. В этом году, да, Алла Берса Кызге осенью. И также мы готовим дальше практически следующий уже альбом, потому что на достигнутом нельзя оставаться. Поэтому следующая программа готовится. Слушай, ты красиво рассказываешь, давай я буду сам резать. Давай. У меня еще один Давай. вопрос к тебе есть. Расскажи нам все-таки вот подробнее о участниках группы. Ты играешь на саксофоне, поешь дальше. Я играю на саксофоне, клавишных инструментах. Наш солист из Финляндии Денис Бадриткин поет и на гитаре играет. Скрипачка Ирке Мухамметова, Тимур Сафаров на ударных и Ильнар Фатыхов на бас-гитаре. Слушай, ну ведь ты из Германии, солист у нас из Финляндии, остальные из Казани. Как репетируете? Вот вопрос. Ты знаешь, все очень хорошо у нас гармонично происходит, потому что я сюда приезжаю на репетиции в Казань. Также мы, когда только начинали заниматься, я приезжал сам в Финляндию к Денису. И также вот, встречаемся здесь, в Казани в основном. Так держать. Ждем выпуска нового второго альбома. Да. Ну и приглашение на концерт. Напоминаю, на первый я ходил. Было восхитительно. Ребят, все у нас готово. Пожалуйста, вот я думаю, посуда нам подойдет для того, Да, чтобы нужно- все это собрать. Нужно все
Перемешать. Так, давай Так, начинай. я начинаю, значит, яйца. Так, язык, огурец, и у нас остается майонез, чтобы это все заправить. Да. Не стесняемся, все кладем сюда. И размешиваем. Да. Надеюсь, наша мама за нас сегодня будет горда. Она вот сейчас смотрит на экран и Мама, думает... привет. Таним Сингазур Салям, ей огромное спасибо, потому что наша мама нас обучила всему, и музыке, и Меня готовки. Да. Так, вот готовке, майонез, да, Вася. поэтому ей огромный привет от нас. Ребята, а вот чем сейчас занимается ваша мама, Гузель Ханым? У нее есть свой коллектив, она руководит ансамблем «Дуслок», является художественным руководителем и хормейстером, и сама с нами вместе на концертах тоже. То есть ваш главный поклонник Да. на протяжении многих лет. Да, да, да. Еще раз, Гузель Ханым, вам большой привет, и буквально через мгновение увидите, какой же красивый стол получился у ваших сыновей. Салат из языка. Луковицу порезали полукольцами и замариновали в растворе уксуса. Отварной язык, огурцы и яйца нарезали тонкой соломкой. Все ингредиенты перемешали и заправили майонезом. Готовый салат выложили на тарелку горкой и украсили свежими овощами и зеленью. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш новый канал на YouTube. Муса, Гайса, Руслан готовы наконец-то покушать. Я правильно сказал? Да, да. Открываем сначала, только не обожгите крышечку аккуратненько, бисмилляй, тэп. Можно ее пока отложить вот в стороночку. Крышечка тоже вкусная. Да. Так, ложечкой мы сейчас все это перемешиваем. Пока я предлагаю, чтобы это остыло, ребят, давайте тарелочки. Так, давай, пожалуйста. Мы его так очень красиво подали. Хорошо. Всем по чуть-чуть. Спасибо. Муса приехал с Германии, тебе побольше. Ты сам сказал, любишь татарскую Я можно кухню. начну уже? Да, конечно, все, начинай. Заодно первым расскажешь, насколько тебе понравилось наше блюдо. Вот, слушай, мясо побольше у тебя, держи. Пробуйте, ребят, пробуйте. Так, бисмиллахир-рахманир-рахим. Получилось ли повторить мамин кулинарный шедевр, ребят? Супер. Так, Гайса сказал супер, Муса сказал, Просто шедеврально. как на немецком это будет, скажи. Sehr, sehr gut. По-татарски сказал зия гуд, значит зия вкусно приготовил. Это означает, так, сейчас я. Слушай, тут на любом языке мира говори, в любом случае будет ответ превосходно. Молодец. Но. Но есть Есть ведь у одно нас но. еще первое блюдо. Заметьте, бульона у меня больше всех. Я бульон, кстати, больше всех люблю. Так, внимание. Ай. Ну, ребятки, что скажете? Замечательно. Ну, очень вкусно и правильное сочетание всех ингредиентов, ребят. И, конечно же, соус. Вот тот, который мы все-таки добавили в конце, он свою роль сыграл. Ай. Для того, чтобы спокойно все это доесть, ребят, нам остается попрощаться со зрителями, но ведь по традиции можно еще одну песню. Вот, Муса, все-таки мы знаем тебя как вокалиста, ты сегодня играл, но не спел. Может, что-нибудь споешь в конце? Ты знаешь, я эту эстафету передам брату, Угу. я ему саккомпанирую, А он споет. а он споет. Вот так вот, друзья. Hey dostlarım, 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 dost işlerim. Hey dostlarım, 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 dost işlerim. Siz dostlardan ayrılsam yalnız başım işlerim. Siz dostlardan ayrılsam yalnız başım işlerim. Гайса и Муса Маликовы сегодня были у нас в гостях. И это было феерично и, самое главное, вкусно. Рахмет и Гитлер. До новых встреч, дорогие друзья. Это была программа «Секреты татарской кухни». Увидимся уже на следующей неделе. Пока.